la 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 la. Ушло тепло с полей и стаю журавлей ведет вожак в заморский край зеленый. Летит печально клин и весел лишь один какой-то журавленок несмышленый. Летит печально клин и весел лишь один какой-то журавленок несмышленый. Он рвется в облака, торопит вожака, но говорит вожак ему сурово: хоть та земля теплей, но родина милей, милей. Запомни, журавленок, это слово. Хоть та земля теплей, но родина милей, милей. Запомни, журавленок, это слово. Запомни шум берез и тот крутой откос, где мать тебя увидела летящим. Запомни навсегда, иначе никогда, дружок, не станешь журавлем ты настоящим. Запомни навсегда, иначе никогда, дружок, не станешь журавлем ты настоящим. Ла-ла, 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 ла-ла. У нас лежат снега, у нас метет пурга, и голосов совсем не слышно птичьих. А где-то там вдали курлычут журавли, они о родине заснеженной курлычут. А где-то там вдали курлычут журавли, они о родине заснеженной курлычут. Ушло тепло с полей и стаю журавлей ведет вожак в заморский край зеленый. Летит печально клин и весел лишь один какой-то журавленок несмышленый. Летит печально клин и весел лишь один какой-то журавленок несмышленый. На дальней стороне мне
выплывая в снег, дом с кленом под окном, за дымом туманом, а там у тумане, а там у тым в окне, ой, ды няма мяне на роднай стороне. З дальньої сторони додому сам гукаюся самому, тому дому, кльону тому. І пливуть, як сни, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, дим, ди тумани. І пливуть, як сни, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, дим, ди тумани. Там босыя сляды, там небо в голубах, там от живой воды так горько на губах. Там житому зайшли і заплялися у лёс, гнев стішанай землі, спів зрушаних небес. З дальньої сторони додому сам гукаюся самому, тому дому, кльону тому. І пливуть, як сни, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, дим, ди тумани. І пливуть, як сни, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, дим, ди тумани. Мне птушка з вираю додому прилятать і ціловать землю, і небо обдимать. А як тому не быть, дик хоть би сном проплыть, хоть дымом туманом над кленом под окном. З дальньої сторони додому сам гукаюся самому, тому дому, кльону тому. І пливуть, як сни, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, дим, ди тумани. І пливуть, як сни, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, дим, ди тумани, дим, ди тумани, дим, ди тумани. І так, сябри, мне з усёй моей этой ротика-фронтика, уключая листья осенние, кленовые розные, уключая яблоки розные и журавов, мне засталося ось два вот этих ось листика. Вот глядите, такие журавы и такие. И я приступаю. Яка я молодчина. И видите, ось кто думает, что ну что это за фигнёй она там занимается, подумаешь. А вы думаете, это вот так просто, да, выразать? Вот так вот, как бы, как же художественно, мастацки. Вот, например, журавлёв, да? Видите, я же подобрала, у меня все журавли летят по-разному. Калі это было одинаково, это неестественно. Кожный журавль, как бы, крылы и положение тела, и крылы расположены по-іншому, и лапки, и все. И тому я мушу, ну и по два, только одинаковых, по два на каждом аркуше этом. Ну и тому я мушу, как бы, подходить индивидуально. Вот глядеть, поскольку у меня зрок дрянный, я вот так, бачите, до носа своего подношу. И тогда гляжу, где я тут что расположено.
і каб не срезать лишнего. І вырезать треба красиво, ювелирно. А что? Это так само навык. Ну и что? И когда вам кажется, что это фигня, ну то давайте, покажите, займитесь такой фигней, поспробуйте. А яшчэ не только выразить, да, подобрать это все, там раздруковать, все подрихтовать, потом вязать. Давайте еще снимите на видео. Давайте заведите свой канал. У вас же есть аккаунт. Раз вы глядите, то у вас в Гугле есть аккаунт. А значит, вы на этот аккаунт можете завести канал. Он у вас уже есть. Вам засталось только, что снимать видео. А ви думаєте, зняти? Це так само навик. А потім його ще треба опрацювати. То, що як ви знімете, ви ж не можете одразу просто ось так от автоматично від початку до кінця хрясь і залить на канал, публікувати. Так же не робиться. Усі ще блогери редагують все от обложки, это называется превью, некоторые вот правильно вот это, а я называю это обложку. Я роблю на Фейсбуке, я роблю обложку так само для своей сторонки. А на Ютубе для канала, для кожного відео я роблю обложку. Але они называются правильно превью. Ну, превью, я считаю, что это не статичное, а превью это какой-то, должно быть динамичное, типа видео, превью, предосмотр, да. Вот. А они на предосмотр называются как-то еще іншим. Понадумывали этих терминов, попридумывали, потом записывают, як там зробить превью, як зробить вот то. Интро, во. По-моему, это называется такой видичек, называется интро, то ли это на канал. В общем, я лечу это так себе. То есть еще дробези. Это не так важно. А вот взять ручками да и зробить все это, вот, не только выразаться. Потом еще видео, это тоже навыки. И пусть скажут же в видео, да, что у пожилых, кому за 60, там, за 70, треба жити своїм життям і робити його цікавим для себе. Для этого треба иметь хобби, увлечения, чимось займаться. Ось. Потому что наши пенсионеры в большинстве своей, они разумеют так, что пенсии заниматься, это грядки сразу. Где-то там завести грядки, на них толкаться там. А у кого нема грядок, тогда и внуки. Как бы жить взрослых детей и внуков. Они просто своим обовязком лишить умешиваться в их житье. У кого нема грядок, внуки, у кого нема внуков, грядки. А у некоторых и то, и другое есть. И они от грядок к внукам, от внуков к грядкам. Ну, может, это если они лишут себя хобби. Ну, особенно, допустим, грядки. Можно что-то экспериментировать, выращивать. Смотрите, глядите, как я добро вырезала. Такой классный. Ювелирно. Вот. Можно же там что-то это, какой-то сорт особый выращивать, там все, и вообще примать. А ведь можно завести канал и сдымать то, что вы там выращиваете. Таких же тысячи, миллионы каналов, миллионы. А это будет ваш. Ну и что миллионы, сотни тысяч. Я, может, так преувеличиваю, может быть, их не сотни тысяч, может быть, их тысячи. Але чого тільки я не бачила на ютубі. І як прививати дерев'я, як правильно і за лісними деревами, і як правильно збирати там березовий сок, і як на летіші там теплять на зиму грядки, как бороться с сорняками, как там за яблонями, за любые просто. Ну, я не знаю, такой класс. Ну, по какую тему не возьми, по всех темах есть видео. Люди, просто люди, заводят канал, ходят там, это таким отдельным, садовым, здымать. И на английском мове так само. Ой, такие чудовные виды здымать. И как рослины растут. Ну, это и есть вот это хобби. То бок вы как бы сочетаете уже как бы грядки уже с таким хобби, и вы делитесь своими вот этими наработками с іншими людьми. Комусь это допоможе, комусь просто будет цікаво поглядеть, как мне, например. Я вот гляжу и думаю, сама я это не буду робить, выращивать, да, але мне цікаво, как люди это роблять. Ну, ось так. На всех мовах можно. Вот я зауважила, что мои видео не так смотрибельны, потому что на белорусской мове, а шмат кому это не подобается. Просто навіть люди з нашої країни не хотят. Уже дети, уявляете?
представляете, 8 годов, 8 годов заявляют, что они ненавидят белорусскую мову. Блин. А головне, якби батьки кажуть про гэта, нават не соромятся про гэта казать. Даже с каким-то таким, ну вот такой ребенок, ну вот так вот он говорит, ненавидит, 8 годов, пожелающий белорусскую мову, а он ненавидит. А они как бы покроют белорусы. И нават им не соромно казать свояку, кажут, что ну вот такой ребенок, так вот он растет. Вот ему белорусская мова не подобается. Сами не размовляют, сами не привучают. И, конечно, хто буде потім хотіти глядіти такі відео на белорусской мове? Обмежевана кількість людей. Я, конечно, вообще поражаюсь. Не будучи белорусской по этности своей. Уже все, кто не ведает, уже ведают. Я наполову русская, наполову украинка. И не з'являюся белорусской. Мне так не подобається розмовляти на белорусской мове, как бы только ведали. Конечно, мне соромно, что я с помылками, и с русизмами эти лезут. Но я все равно. Я лечу свой канал таким классным, что я на белорусской мове уже шмат году. И про все кажу, стараюсь. Классно так. Ну, кто не ценит, не хочет глядеть, так это их проблемы. Их проблемки. А я ось, видите. Так вот эти навыки, все, уметь. И вы, и он остался опошлен, боже. Yes! Ай, быстрее. Так что, дорогие сестры, я в нескольких шасках мы с вами погрызали, поразмовляли на разные темы. И я теперь послухали мои песни, музыкальные паузы имели, так цудовно это все. Вот. И я вам за это вдячная, кто со мной глядит и застається до конца. Дякую вам великий. Вот. Мне, конечно, хотелось иметь какую-то обратную связь, например, ну, что там какие-то комментарии, что писанули. Вот. Говорят, вы еще и пописываете. Ну, я вот уже не сподаюсь. Но бывает, напишут комментарий. Недавно поступил комментарий. Не по сутности, да, это, что я там казала. А как бы, ну так, что если там, я навіть не зрозумела. Вот я не люблю комментарии, или я, как говорится, я вроде дурак, не дурак, все ловлю на лету, но я не понял, что вы имели в виду. Вот вроде вот так вот. Как напишут, что непонятно, что имели на увазе. Там как бы пишется то ли моего здоровья, то ли человек соправды, как бы, что если я хотела показать про мой выгляд, про мое здоровье. А я написал какую-то фигню, то ли, вот я восприняла это, я какой-то троллинг, как какой-то сарказм, какой-то намек. Мне не понимаю, я даже люблю такие критичные какие-то комментарии, які я розумію, і на які я выдвигаю контраргументы. И вот такие комментарии примушают меня задуматься, а что бы я могла, какой выдвинуть контраргумент, альбо тлумачение своей там позиции или там, так далее. Это примушает меня думать. Я как бы подумаю и сяду на другую. Отказ. И у меня такие редкие, але есть. А коли вот я не разумею какую-то, то ли это подколка, то ли это шчирый комментарий. Я такое не разумею. И мне такое не подобается. Не потому что я боюсь, а мне просто лободу какую-то не хочется на канале. Ой, если не сказать крепким словцом. Напишут ерунду, да? Ну, поймите, какое словцо я имею в виду. То я таки выдаляю, конечно. Ось. Потому что коли человек пишет, и он так само, вот перечитайте свой комментарий, да, и уявите, что его читает інший. То есть, и как вы думаете, ось человек, іншие люди, которые будут читать этот комментарий, они зразумеют то, что вы имели на увазе? А? Или нет? Вот так, с таких. Завсёды вообще-то треба перечитывать свои комментарии, навіть на конт помылок. Мне так занимает шмат часу. Ой, тут я плохо. Тут у меня нема фигуристости. Ай-яй-яй. Тут перышки эти вырезать. Ой-яй-яй. Как это вырезать, как было красиво, пригоже. Угу. Вот. Они должны быть фигуристые тут. Вот эти
Франция, а вы говорите, что она фигней занимается. Угу. Возьмите, вы позанимаетесь, попробуйте. Знаете? А я сочетаю приемное с корыстным, да? А я и бла-бла что-то записываю и выражаю. Так сидела молча, выражала. И никто... О, бачите? Вот, видите? Надо треба и тут так забить. Тут два крылы. Видите, это же ювелирная праца. Эти перышки так вот. Угу. А пошли два журова застались складанные. Ну, какие вредные. Прям ювелирка пошла. Угу. Ну-ка. Еще где можно так писать? О. Вот это я понимаю. Будет. О, гляньте. Сейчас покажу. Зараз покажу. Видите, как я зробила? Ось тут крылышки. Бачите? Вот на черном фоне. Бачите? Перышки. О, а вы говорите просто все. Ха. Ось таки у нас летить. Летить по небу клин усталый. Ну, опошний, складаний. Вот, так что еще с вами поразмовляем. Ну, а я и по эдукации с вами поговорила, так? Тут в связи с Днем наставника. Ну, а на конт вот такой нашей политики, да, белорусской, ну, такой замежной. Вот щиро скажу. І я навіть рада. Я завжди кажу, що треба цікавитися політикою, да? І я цікавлюсь і сочусь зараз і протягую слухати цих блогерів, кого я поважаю. Але видите, вот нашей вот этой замежной вот этой белорусской, так званой, оппозиционной, все, у меня пропала цікавість. Коли нема движухи, коли одна и та же, знову ездить, знову кажуть, знову это все, какие-то, ой, федерации, блин. Ладно, ну пока так, а потом мы вырежем. Эти федерации снова вылазят, что-то доказывают, что они такие молодцы, пролезали там на этой сессии ООН. Боже мой, у меня такое выражение, что эта Светка бегала там с каким-то портретом, кто ей там это вот все носится с этими портретами. Бегала по улице, бегали они там с камерой, с фотиками, наверное. И это, ловили тых всяких розных політиків, які альбо шли у будинок, альбо виходили з будинка, десь на вулиці когось ловили, старалися з ними порозмовляти, а головне заснять, сфоткать видео или фотку, и потом это все, вот эта идея вот этого уголовного операции. Он сам лезет, когда эти политневоленные, он сам лезет наперед, все, быстрее с кожным политвязнем, быстрее сфоткаться. И для себя уже, для этих самых, напевно, на память. А главное выложить этим белорусам, таким неискушенным, замежным белорусам, как бы утереть нос, показать такую деятельность, такой вот, знаете, мыльные пузыри такие. Вот, это, бачность деятельности, что я тут, вот меня подтримливается, я такой молодец, мы такие тут молодцы, мы столько этого робим, мы все везде робим. А на самом деле, это Беларусь уже, мы нагадываем, да нагадывает народ, мы должны нагадывать. Коли мы, штости, вот даже коли мы устроили нового лидера, выдвинули, да, мы больше привлекли это самое уваги, и все бы начали знакомиться, вау, вот белорусы, у них движуха, у них не болот, застой, вот это вот опять застой, стабильность, это, мне надоела эта стабильность, слушайте, это самое, одно и то же, там 31 год, 32, а тут уже 6-й год. Ось, головне ничего не менять, как все. Мы, нас, я лепшая, она, это мое детище. Я ее слепила из того, что было. Ось, это как та пила, да? Аллегрова. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. Или кто это пил? А это так же. А из того, что я вам слепил, ось, эту вот так званую лидерку, прошу любить и жаловать, и не вякать ничего. Коли ласка, ничего не вякаем. Ось, нас только дальше, все, только мы можем это все. Больше, конечно, Украине и Беларуси, силы белорусов просто нема никого заменимого. Больше неким. Заменить, это все незаменимое. Вот, и все, нас только бегают, мы бегаем унизительно. Я уже скажу правду, что бачила я, як з'явилась эта фотка с Байденом. Боже мой, как было соромно, как стыдно. Як яна побегла, этот Байден, вообще про эту Беларусь, про эту лидерку, ничего. Яны дали ей установку. Беги, блин, чтобы сфоткаться, быстрее. Понеслась в кулуары.
Байден уже сошел, яны побегла. Где ты его там, лови его в коридоре и скажи: спасибо вам большое за Беларусь, ля-ля-ля, ля-ля-ля. А в это время, чтобы кто-то, хто с ёй побег, сфоткав яе. І ви стоять, чекають эту фотку, каб на сайт выложить, каб еще замылить эти. Ну, я это докладно, я же не придумываю, я ніколи вообще не буду придумывать. Вот. Вы уявляете себе, ну? Стоят, чекають фотки, а яна побегла, как только с фотки. А потом я читала, состоялась встреча гэтай с президентом Сполучених Штатів Байденом. Я не могу. Якая встреча состоялась? Ну якая? А эти верцы, такие неискушенные белорусы, это нам Богом данное, не чапайте, хай будет лепш такая, чым. А чому это лепш? Чому інших нельга? И треба. И что с этим почало как-то как свежая струя, это не болото, это опять болото. У нас опять болото зацветает, понимаете? Стабильность, одно и то же. Так это чем отрознивается от основного режима? Я же скажу, режим 2.0 створили. И все. И я загубляю цікавість, думаю, ну, в конце концов, есть коли белорусы такие, непритязательные, не требуют справоздачи, не требуют прозрыстости, не требуют отказности. А вот так, видите, одна сникла с огромной суммой, все затихло. Ну все, давайте перегорнем в сторонку. Второй облажался там, давайте перегорнем в сторонку. Третья загинула, что с тоже сексуальное такое все. Давайте перегорнем в сторонку. Перегорнули, тишина. И этой лидерки по барабану. Головне, вандровать и там же протягивать эти коллекцию фоток. Ось. Что они не любят? А мы маем то, что маем. Ну, я думаю, ну и хай, белорусы, вы маете то, что вы заслуговываете. Хай. Мы ничего, режим процветает, там же амбассады, там же это луч. Все заробили свои, то, что там в сделку вступил, проложил дорогу, сам довольный. И слухайте в рот глядеть. Ну, і хай ви маєте то, що шкода білорусам на те країни, там протягується це все. Ну, що ж, але кажуть же, лиш би ніяк в Україні. Тому усі все задовольняє, гляжу. Ну і хай так буде. І так, видите, ось опошний мой журавленок. До речі, вот эту песню «Ушло тепло с полей», «Журавленок» называется. Я ее веду с детства. И мне она так запала у душу. Я її всю життя пам'ятаю, ведаю, мені на фільмі подобається. І зараз, коли я її записувала, ну не зараз, а уже 5 років тому, вона вже записана, а ось коли час від часу я попадаю, на YouTube мені же рекомендує мої пісні, мої відео, я беру і це саме, і послухаю, так я плачу. Особливо зараз, коли я в вигнанні, і я тоскую по родині. Ось, мені, звісно, і шкода людей, які живуть, обрізки, які там живуть в нас усіх шкода, звісно, я не по такій родині тоскую, яка зараз, як концлагері. Декрати, за ґратами, ну да, там ходять, веселяться, ходять по кафе, там на працю, святкують щось, гуляють. Але, ну, нема, коли все одно, ну, а так, за ґратами в колоніях, так само люди живуть, ходять на працю, кушають, навіть як-то комунікують один з одним, навіть по вулиці ходять, але вони знаходяться за ґратами в колонії, вони не свободні. Ну, так это такие внутренние маленькие краты, а по межи нашей краины находятся огульные краты, и там находится такая великая колькость людей. Коли люди не разумеют, что они за кратами в турме практично, у лягері живут, и отчувают себя счастливыми, можно сказать, что, может, они не разумеют этого, не разумеют. Она любит этот режим, и они счастливы. То мне вельми шкода, и мне с такими не по пути, в вогуле таких не хочу, ніколи з ними не буду комунікувати, підтримувати якісь стосунки. Ті ж люди, які мучаються і розуміють, що вони так, вони якби ходять на працю, живуть, або на пенсії, там, у крами ходять, на виходні кудись з'їздять. Але вони завжди відчувають, що вони не свободні, що десь людей протягують арестовувати, сажать за крати, такі вже прямі. Какие-то люди вигнальні, ну, как бы мають емпатію. І собі так само шкодують, що коли вже це все скончиться, коли наша країна стане такою демократичною, вольною, свободною, і коли вони как бы, це все розуміють і криху покутують, ну, ось таких людей я поважаю, вони знаходяться на правильному боку історії, розвиття. Але зараз так цей світ розвивається, що поки не бачено, поки не бачу, що демократія терпить поразу по всіх країнах.
і в європейських поки що. Демократія це ёсць, но яна слабая. Ось, і я боюсь, що темные силы могут перемагчы, особливо при поддержке вот это заокеанских товарищей. Они уже товарищи, они уже по методичке працують і роблять у своїй країні той, що нават може зайздросціць гэтым дыктатарам, што яны вось так дзесяцігоддзямі знаходзяцца пры ўладзе і закаталі ўсіх у асфальт, і грамадзяне краіны ператворены ў насельніцтва. Грамадзян няма. Грамадзян краіны няма, потому што, напрыклад, у нашай краіне, таму што грамадзяне гэта людзі, якія трымаюць пад кантролем выбраную ўладу і требуюць праваздачы, кантралююць і калі хочуць, яны праз выбары змяняюць. Вот это грамадзяне, і яны маюць грамадзянскую пазіцыю, і яны актыўныя. І паміж імі ёсць гарызантальныя сувязі, грамадскія арганізацыі розныя, і вось так ідзе бізнес развіваецца, грамадскія сувязі, то бок гарызанталі існуюць у грамадстве, вось, а вертыкаль, яны вертыкальную ўладу, якую яны выбралі на часовы перыяд, яны трымаюць пад кантролем. І верхі, яны ўсё время думаюць, як там, я мушу, мяне могуць скінуць, мяне могуць не выбраць, мяне могуць пакараць, нават аб'явіць імпічмент. Я мушу рабіць в інтарэсах гэтых грамадзянаў і даваць ім магчымасць зарабляць, даваць ім свабоду унутраную і іх дзейнасці, таму што, чтобы яны жылі радасна. Толькі свабодныя людзі могуць жыць сапраўды радасна і працаваць, асабліва в адукацыі. І у тым ліку ў творчасці, там, у тэатрах, і пеўцы. Разумееце, у нашай краіне не развіта ні эстрада, а гумара ввогуле няма. Нават ва ўкраіне падчас вайны працягваюць дизель-шоу, 95-й квартал, там, і нават у Расіі працягваюць там Comedy Club, нашым Расіі, мне здаецца, не працягваюць там існаваць і рабіць какие-то парадзісты працуюць. Вот ва ўкраіне Юрий Великий, найдзіце его канал, Юрий Великий, ён пародыі робіць на ўсіх падряд. Ось. А мы можем уявіць у нашай краіне? У нашай краіне жывуць людзі, якія робяць пародыі на самых асноўных любых гэтых дзеячоў, так званых, і якія са сцэны выступаюць і з крытыкай, з пародіяй, і з сарказмам, і з сатірай. Мы можем зараз уявіць? Няма. Так і за мяжой няма. За мяжой. Я вельмі пакутую. Я вымушана глядзець расійскія і украінскія. А я гляжу, я не саромлюсь і кажу, мне падабаюцца некаторыя сцэны. А, уральскія пельмені яшчэ. Смешна. Просто гумор. Не абавязкова сатіру палітычную там гумор, а просто. Так у нас такого няма. Только пропаганда, пропаганда, пропаганда. А така краіна не лічыцца свабоднай. І сапраўды шчаслівым грамадзяніну і жыхаром такой краіны немагчыма быць. Таму я вельмі спачуваю усім людзям, якія ўнутры краіны, а таксама я вельмі спачуваю. У нас свабода тут ёсць в этой краіне, так? Как бы мы живем свабодна, я зараз абсолютно свабодна, так вот, унутрана, да? Але нашу жизнь гэта. Гэта не ўсё вядома. А добра, калі ўсё это сачытаецца, што ты свабодны жыхар краіны, свабодны грамадзянін, внутренняя свабода у цябе ёсць і знешняя, цябе дзяржава падтрымлівае, дае развівацца, не чапае, ты атрымоўваеш нармальны заробак, жывеш, і тады ты шчаслівы, і это ўнутры краіны сваёй. А на чужыне это до конца ніколі немагчыма. А те белорусы, якія забыли свою краіну тут за мяжой, і дзеці, все кажут, я ніколі не вернусь, мне тут так подобались, я уже никогда не вернусь, и не хочу, и мне уже пофигу. Ой, для мяне такие люди не існуюць. Сразу скажу, и бацькі, якія так выхоўваюць своих детей, каб яны забыли родину. Самое малое, что я могу сказать, что я их не поважаю, это самое деликатное. И ніколі не буду коммуниковать с такими. Вот. Так что вот такие справы. Таким чином, я выразила все, что... Когда я буду уже упрыгоживать, я покажу вынікі выразання, яны пакуль тут на столі вы не бачыце. І вось колькі у меня нарезкаў, я вам показывала ў пачатку, глядзіце па пярэдняй частцы. Значит, что ён был пусты, мой поднос, зараз вось сколько. Вот таких вот обрезков. Я их выбрасываю. Ну что, сябры, великий дзякуй. Тыя, хто доглядзелі до конца і не лічаць, што я занимаюсь ерундой, і дзякуй великий, кому вам со мной цікава. Мне звали таксама. Спадзяюся, што вы нормальные челы, нормальные, на правильном баку гісторыі, і разумееце і юмор, і ўсё, і мои однодумцы. Не толькі наконт основного режима, но і режимчика 2.0, і этих всех нелегітимных людей, якія нелегітимні. Все. І мене немає жадання уже цікавості, що хочуть, пусть робят, и вы, кто за их, маете, вот будете иметь то, что будете иметь. Я до этого недотычная. Мое сумление есть чистое. Все, до наступных встреч. С вами была Мар'янна. Для когось з подарення Мар'янна. Великий дякую і до наступних зустріч. Пахуй!
І пливуть, як сни, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, з дальньої сторони додому, дим, ди тумани, дим, ди тумани, дим, дим.